Доклад об исполнении бюджета Республиканской больницы за 2024 год представила главный бухгалтер Амира Аршба. Исходя из данных отчета, на минувший год бюджет больницы составлял 233 миллиона рублей. Израсходовано 216 миллионов рублей. Сумма расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда составляет 184 миллиона 742 тысячи 300 рублей. Среднемесячная заработная плата по следующим категориям медицинского персонала республиканской больницы составляет: врачи 34 175 рублей, средний медицинский персонал 18 188 рублей, младший медицинский персонал 16 042 рубля. Заместитель главврача Республиканской больницы по медицинской реабилитации Сергей Верзилин зачитал отчет, посвященный показателям работы за 2024 год. Из доклада следует, что в больнице на данный момент работает 145 врачей и 286 медсестер. Недостатков в кадрах нет. Принято и выписано в нашей больнице по сравнению с 2022-2023 годом на 1500 пациентов больше, чем за предыдущий год. Количество операций произведено 2551. Это больше на 450 операций, чем в 2022 году. Вырос уровень госпитализации с 290 больных до 360 на 10 тысяч населения. За прошлый год, 24-й, у нас умерло 195 человек. О работе отделения родовспоможения рассказала заместитель главного врача Белла Пилия. В 2024 году, как следует из доклада, на 736 родов, случившихся в стенах родильного дома, пришлось 2 случая мертворождения и ни одного случая женской смертности. Нормальных родов было 53,4%, преждевременных было 6%, многоплодных было 0,82%. Мальчиков было 51,9%, девочек было 48,1%. Никакие показатели, патология беременности не растет. Белла Пилия также рассказала, что статистика рождаемости в республике некорректна, так как многие будущие мамы Абхазии предпочитают рожать детей в российских роддомах, чтобы оформлять пособие, и потому детей не регистрируют на территории Абхазии. Для улучшения ситуации, по мнению Беллы Пилия, государству нужно разработать комплекс мер. Далее заместитель главного врача по хирургии Астамур Авицба рассказал собравшимся о работе хирургического отделения больницы. В частности, он рассказал об оснащении отделения, работе врачей и другом. В целом все хирургические отделения за прошедший год показали положительную динамику, что также отразилось на общих цифрах. Также и прооперировано на 400 пациентов больше. Послеоперационная летальность снизилась, составляла в 2022 году 2,3%, в 2024 году составила 1,8%. Общая летальность снизилась с 4% до 3,3%. Астамур Авицба в том числе отметил, что отделение реанимации рассчитано на 9 коек, однако принимает большее количество пациентов, за которыми ухаживают 2 постовые медсестры. По мнению Авицба, существует необходимость увеличения штатов медсестер в отделении. В завершении мероприятия исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба подвел итоги отчетной конференции. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ.